за полчаса я сейчас дойду до Зуевых ключей. Вот, все отлично. Вот сзади меня такие вот виды, но я знаю, что вы ничего этого не увидите, но все равно постараюсь вам показать. Вообще все великолепно, прекрасно. Конечно, план у меня даже не подразумевал такие отклонения. Я думал утром, что всего лишь схожу в музей и отправлюсь в Алнаши, но, как видите, судьба подкидывает мне такие подарки, что я просто счастлив от того, какие события сегодня случились в моей жизни, и все обязательно увидите на моем канале. Знаете еще какой плюс моего путешествия? Что я не завишу от времени, то что у меня нет жесткого графика, что я могу в любой момент где-то остановиться, могу где-то задержаться, могу наоборот. Вот, и поэтому, если я сегодня даже не успею до Каракульна, я без проблем заночую здесь, у меня палатка всегда со мной, я автономен, вот, у меня есть вода, у меня есть горелка, на крайний случай я могу себе сварить чай, вот, и поголодать немножечко не вредно, а даже в пользу, и моя экспедиция оздоровительная, так что... А гору на поле поднимешься, слева там увидишь постройки, там все. Вон даже корова мной заинтересовалась, смотрит. Тут вон шезлонги местные. Какая-то конструкция тут интересная. Сани какие-то. Речка вон здесь бежит. Статы какие красивые. Самый юг Удмуртии я добрался. Зуевы ключи, деревня. Вон, смотрите, что тут вам говорить-то. Пенька прямо здесь растет. Ох, когда же камера научится передавать-то всю красоту эту. Смотрите, вон ива какая огромнейшая. Сейчас даже дойду до нее. Привет, привет. Корова меня приветствует. Огромнейшее старинное дерево. Прямо здесь какой-то мистический лес. Я даже заплутал немного. Комары меня же просто сожрут в хлам. Снова вышел на дорогу, вот кажется уже в правильном направлении я иду. Нашел источники. Комары, дичь. Хорошая здесь дорога. Стариннейшие деревья, комары такие же, как будто с тех давних времен людей не видели. Фу, по такой жести мне пришлось пройти. Фу, комара чуть не сел. Я сначала думал, источник меня не пускает, а я его нашел. Причем самостоятельно нашел. По ощущениям как-то дошел через такой там дремучий лес. Комаров. Я вижу часовенку уже. Какой чудный вид. Вот эти линии электропередач, конечно, все портят. Просто нереальный вид. Это место обязательно к посещению всем туристам Удмуртии. Никак я не могу найти дорогу. Приходится идти, я где-то плутанул, но уже близко подхожу. Вот сейчас осталось овраг один взять. Сначала обрадовался, нашел тропу. Оказывается, это тропа животных.
Куда она идет, непонятно. Все, уже от комаров нету сил спасаться. Тут реально все дикими зверями исхожено. Все, у меня будет. Да, ох и поплутал я. Дорогу не знал. В зуевых ключах как-то мне так. Я говорю, правильно иду, они говорят, правильно. Ну, я пошел. Ну ладно, хоть на поле сейчас вышел. Вон кто-то уже пасется. Сейчас я прям чувствую, что уже правильно иду. Это, я не знаю, как вам описать, тут по энергетике такое место, что когда мне говорили, ну я думал, да, почувствую энергетику сильную этого места. Ну чтобы настолько, это просто нереально. Куда мы там все ездим? Вот же оно. Место силы у нас здесь под боком. С Ижевска можно туда-обратно задний скататься. Вот, место вообще превосходное. Ну, сейчас я уже доберусь практически, я на финишной прямой. Чудными окольными тропами я добрался до часовенки.